Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, һаумыгыз достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях Василина Орлова, кандидат философских наук, антрополог, писательница, это в первую очередь, на самое главное, наверное, поэтесса, публицист, человек, который ведет свой телеграм-канал под названием Василина Орлова «Записки антрополога» и иностранный агент с 2025 года. Василина, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан, и здравствуйте, уважаемые друзья. Спасибо огромное за приглашение. Вы очень редкий гость для моего канала. В принципе, у меня, как правило, политики, националисты разных толков, но вот такие деятели культуры очень редко. Но все же с вами интересно общаться, потому что вы действительно ведете очень интересный канал. Наши взгляды схожи, поэтому хочется, чтобы разговор был живой и, возможно, иногда острые какие-то вопросы будут. И первое, что я хотел бы задать, вот судя по вашей биографии, а также если читать вот вашу книгу «Пустыня», героиня, которая во многом биография схожа с вашей. Я так думаю, что, наверное, может быть, вы писали как раз себя. И вот судя по тому, что я прочитал там, что прочитал о вас, ваша мама украинка с Украины, ваш отец русский офицер. Вы родились в поселке Дунай Приморского края, где как раз ваш отец и служил. И потом вы уехали в Москву и, соответственно, там прожили всю свою сознательную жизнь в России именно. И вот вопрос такой. Насколько родственная связь ваша вот с Украиной сыграла свою роль в том, что вы сейчас находитесь в оппозиции к путинскому режиму? Или здесь это вообще никакой роли не играло, и вот это вот такая ваша гражданская позиция? Спасибо большое, Руслан. Все верно вы сказали. Действительно, это моя траектория. Я считаю себя, в принципе, человеком, который весьма непредсказуемыми путями попал в какую-то оппозицию, и никогда, в общем-то, я не выступала в большой оппозиции к Путину. Даже я бы сказала, что в оппозиции к Трампу я была намного всегда более, высказывалась гораздо чаще и гораздо громче, чем в оппозиции к Путину. Я думаю, что, конечно, позициональность людей, она влияет очень сильно на то, какие позиции они занимают. И сама тоже задумалась над вопросом, если бы у меня не было родственников в Украине, если бы это место не было мне так дорого, если бы я не проводила каждое свое лето в поселке, в селе под Киевом, отреагировала ли я бы также на эту войну или нет? Можно еще спросить себя, отреагировала бы ли я на нее так же, если бы я была в России и была под вот этим воздействием и влиянием средств массовой информации, того, что вам говорят ваши друзья в России и родственники, да. И у меня нет ответа на этот вопрос, который был бы для меня каким-нибудь лестным ответом. Я не могу сказать, что я идеологически была противник с самого начала и так далее. Скорее, например, во время 2014 года, хотя я тоже переживала это как абсолютный ментальный срыв, скорее, чем какую-то осмысленную оппозицию. Но у меня не хватило тогда, в тот момент, какого-то знания, может быть, или понимания происходящих событий для того, чтобы осудить этот российский шаг по захвату Крыма таким же образом, которым я смогла осудить его в 2022 году. Мгм. Вот вы говорите, вы держите связь с Россией, со своими друзьями, родственниками, которые там находятся. Как они вот в большей степени, а на какой они стороне? Вот, ну, насколько я знаю, так как я идеологически всегда был
в оппозиции, то, соответственно, мои друзья, мои близкие, они на моей же стороне вот всегда и как были, так и остались практически все. Как у вас с этим обстоят дела? Мгм. Да, я с большим уважением отношусь к людям, которые способны, не имея вот родственных связей в стране, которую атаковала Российская Федерация, и не имея каких-то, будучи в России, например, внутри этого, информационного поля, способны на то, чтобы осудить вот подобным образом эту войну. Я считаю, что это очень большой внутренний большая внутренняя работа и, может быть, даже где-то подвиг какой-то. Ам, Могу сказать, что с рядом моих родственников я поссорилась, м, и мне писала родственница из Новосибирска, что война пройдет, а родственные связи — это важнее, и все такое прочее. Но я думаю, что мы эти истории слышали очень много от украинцев, которым родственники из России писали: «Потерпите, мы вас освободим, мы только хотим убить ваших нацистов». И поскольку у меня родственники и в Сибири, и в Украине, то у меня есть такой человек в семье, который получал это от нашего троюродного брата, от моего троюродного брата. Вот все вот эти вот пункты всем известные. И это, конечно, огромная беда. И беда это с российским сознанием, а не с человечеством в целом. А ваше творческое, вот, ну, скажем, творческое окружение, которого было в России, оно в большей степени как? Но мое творческое окружение было страшно поражено, с одной стороны, вот этим вторжением. Могу сказать, что никто ему не был рад. М, Конечно, можно аргументировать, что только небольшой процент россиян, сравнительно небольшой, отреагировали таким образом на вторжение полномасштабное российское в Украину. Но, скажем так, это воспринималось многими, конкретно моей средой, как большая трагедия, ошибка, преступление. М, а, и даже был организован вечер поэтов в Москве онлайн, на котором под лозунгом «Нет войне». Однако после того, как стало понятно, что российское государство и путинский режим готовы идти в этой войне до конца и собираются подавить жестоким образом всевозможные высказывания против войны, запись этого выступления, к сожалению, была удалена из Фейсбука. Поэтому я думаю, что очень многие люди не смогли как бы ощутить то, что огромное количество россиян не поддерживает войну. Самоцензура включилась уже помимо цензуры. Тогда вот хотел как бы уже перейти к более таким, мне более близким, что ли, вещам. Если вот я, ну, как бы сразу изначально был таким национальным активистом, был в организации «Башкорт», которая защищала права и интересы башкирского народа, язык, нашу природу, то как бы, ну, я этим и живу. И а, соответственно, когда уже я покинул Россию, и когда началось... Кстати, замечу, что когда я покинул Россию и принимал участие в форуме «Свободной России» от Гарри Каспарова, и там я выступал на такой панели, которая посвящена была федерализму, то есть обновленному федерализму, что нужно обновлять. Вот я как раз еще тогда занимал позиции о том, что нужно сохранить федерацию, но нужно перестроить ее на более таких справедливых условиях. И надо заметить, что и вот все мои, скажем, соратники, которые были в Башкортостане, в организации «Башкорт», до этого там в Кукбуре, мы все стояли на этих позициях. Никто не стоял на позициях независимости. Но вот когда началось полномасштабное вторжение, уже война, и я вот понял, что здесь уже как бы нам нужна независимость. И вот мы начали эту тему поднимать. И все больше и больше сейчас она такая захватила множество умов, много людей уже об этом говорят. И я вижу, что вот вы начали тоже активно
на своем канале вот эту тему, а, об этой теме тоже говорить. Вот отсюда вопрос, то есть как вы стали вообще сторонницей деколонизации и почему, главное? Мгм. Спасибо за вопрос. Ну, я хочу сказать, что я с самого начала, с 2022 года, с 2022 года, с самого начала полномасштабного вторжения заняла позицию, что, конечно, во-первых, деколонизация в какой-то форме, федерализация, децентрализация Российской Федерации, во-первых, необходима в том смысле, что она не просто нужна, она будет, и она уже происходит. Нравится это кому-то или не нравится. Можно, в общем, предсказать, что по результатам этой войны, по крайней мере, какие-то нации в составе Российской Федерации как минимум получат шанс на то, чтобы стать свободными от влияния Москвы в непосредственном виде, то есть такими странами независимыми, в которых, которые не должны будут направлять по мановению руки из Москвы, например, своих людей на войну или те ресурсы, которые у них есть на войну, правильно? Мы видим, что во время, если бы, скажем так, вот в Украине был такое сильное движение за независимость, но еще в советское время, которое там было. Но вот если бы Украина односторонним образом, например, в 91 году объявила о выходе из СССР, и остальные за этим бы не последовали, то можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, Москва собрала бы людей со всего СССР для того, чтобы подавить это восстание. Однако, поскольку страны, входящие в СССР, приобрели независимость, государства приобрели независимость, то мы видим, что Москва может собрать этих людей только с протяжения той Российской Федерации, которая вот существовала с 91 по 2000, ну вот по сегодня, да, то есть собирают тех, кого могут собрать. Таким образом, отложение независимых стран от Москвы и от Российской Федерации — это благо в том смысле, что они не будут участвовать в следующих московских колониальных войнах, поскольку мы понимаем, что эта война против Украины не последняя война Москвы, и мы не хотим дальнейших войн против Казахстана, против стран Балтии, Латвии, Эстонии, Литвы. Мы не хотим дальнейших войн и провокаций там по отношению к Молдове, к Армении, Азербайджану и так далее, и так далее. Соответственно, это один момент. Второй момент. Действительно, многие заговорили о независимости для построссийских стран, но надо отметить, что российское руководство подстегивает этот дискурс. Во-первых, заявлениями, что такие образования, как ЛНР и ДНР, имеют право на независимость. Во-вторых, вот с самой этой войной, с отстегиванием областей от Украины. В-третьих, вот этими разговорами о том, что будет восстановлена историческая справедливость, которую Путин вот недавно заявил, что части Украины с годами, со временем отойдут к разным странам. Ну, если ЛНР и ДНР имеют право на независимость, почему Татарстан, который провел референдум о независимости, и который, или Башкортостан, который являлся автономной одно время СССР даже, правильно? Это же был автономный СССР
какой-то момент в советский период, почему они не имеют права на независимость? Конечно, имеют. И эти вопросы нужно обсуждать, потому что обсуждение этих вопросов — это как раз и есть, противоядие к тому, что, отложение этих стран пройдет кровавым образом. Конечно, мы не хотим никаких, гражданских конфликтов и так далее. Мы хотим мирного процесса. И поэтому этот разговор надо поднимать, и пусть будут выслушаны все возражения, и пусть на эти возражения будет сформулирован убедительный и конкретный ответ. А почему вот вы, как представитель, творческой интеллигенции, понимаете это? А многие сегодня, представители такой элитной российской оппозиции этого не понимают и до сих пор стоят на позициях вот единой и неделимой России, повторяя, наверное, ошибки, когда-то белого движения, которое проиграло и тоже проигнорировало, стремление разных национальных, движений к самоопределению, к независимости. Почему так вот? Мгм. Те же самые Юлия Навальная, Кара-Мурза, там Яшин, Ходорковский. Да, это очень интересный вопрос. Но пусть меня поправят, если ошибаюсь, но мое понимание состоит в том, что несмотря на то, что Навальный в Твиттере, когда он уже сидел в тюрьме, признал, что Российской Федерации нужно полностью выйти из оккупированных частей Украины, включая Донбасс и Крым, под давлением своей твиттер-аудитории, значительную часть которой, естественно, составляли украинцы. Ам, Юлия Навальная отошла от этого наследия до такой степени, что даже русская версия книги Навального, последней книги Навального, содержит значительные расхождения с английской версией. И об этом есть исследование Марии Снеговой, можно его посмотреть. И когда Навальный, Карамурзе и Яшину задают вопрос, чей Крым, они воздерживаются от прямого ответа на этот вопрос. И до сих пор мы от них не услышали ответ на этот вопрос такого, который бы дошел до глубин масс. А, И мы не знаем точно, какое они занимают позицию сейчас. Поэтому можно предположить, что эти деятели, поскольку они мыслят себя как политики, считают, что их политические очки в России зависят от того, как они ответят на этот вопрос. И, конечно, они, несмотря на то, что они утверждают, что война является непопулярной, что является неверным, она очень популярна в России среди россиян. Несмотря на то, что они считают, что эта война является непопулярной, они не хотят заявить вот эти вещи, потому что они считают их непопулярными и концом своей политической карьеры в России. Все-таки они понимают, что если они скажут, что Крым — это Украина, что является а, справедливым по международному законодательству, они потеряют значительное количество своей аудитории и политической поддержки внутри страны. Почему это происходит? Почему они не хотят возглавить вот реальную оппозицию, которая говорит о деколонизации Российской Федерации? Я думаю, что российская оппозиция за рубежом, ее известные медийные фигуры также точно больны российским колониализмом и империализмом, как и путинский режим. Единственная разница, и она значительная, конечно, эта разница, мы ее не нивелируем, состоит в том, что путинский режим считает, что Россия должна получить 4 украинские области полностью, которые они не смогли пока на сегодняшний момент занять военным путем, а российская оппозиция считает, что война должна быть заморожена прямо сейчас. Но иногда они говорят, что российская армия должна отойти, но не указывают откуда. Я думаю, что это идет из русской культуры,
в сущности, которая является культурой колонизаторов, и которая очень серьезным образом диктует нам наши ценностные установки. Выходит ли это то, что, получается, русский народ сам по себе, вот он такой болен имперством, империализмом, и получается, русский народ вообще воспроизвел Путина? Или Путин сделал народ таковым? Мгм. Да, это прекрасный вопрос. Это прекрасный вопрос. Я думаю, что, конечно, м, русский народ охвачен, безусловно, и является носителем идей русского, российского колониализма. И Путин является всего лишь конкретно историческим выражением этих устремлений. Я считаю, что несмотря на репрессии, которые в России проходят, но особенно которые проходят на оккупированных территориях Украины, там все еще гораздо хуже. Ам, Эти репрессии не отменяют того, что режим российский правопопулистский, а значит, он уловил чаяния народа и постарался эти чаяния облачить в какую-то конкретную форму. Мы видим, что после Крым-Наша, после вот этой истерии Крым-Наш 2014-2015 годов, ам, рейтинг Путина вырос. И после вторжения России в Украину мы с вами, возможно, испытали какие-то чувства вроде негодования, ненависти, шока, глубочайшего шока. Или вы, например, возможно, не испытали никакого удивления и шока, но вы испытали определенное... Не, я испытал. Вы все-таки испытали, да, шок какой-то, да, Да, несмотря на то, да, что для вы меня это был хорошо шок. знаете и понимаете, да. Это мы с вами испытали, а они испытали, многие другие люди, чувство гордости за свою страну, за то, что она наконец вступилась, так сказать, в кавычках, за освобождение народа Донбасса и за права русскоязычных в Украине. Они испытали совсем другие чувства, не такие, которые мы с вами испытали. Но я бы не сказал, что русский народ, он всегда таким был. Но я понимаю, что вот, потому что русский народ сам по себе точно так же постоянно угнетался. Ну, буквально, это, если в историческом промежутке времени, не так давно он был освобожден из крепостного рабства. А, И сколько помню, русский крестьянин, русский мужик всегда терпел все вот эти невзгоды вот этого государства. И какого-то высокомерия по отношению к другим народам раньше, ну, может быть, где-то и было при соседстве как бы там двух деревень, где русские там, но соседствовали с башкирскими деревнями, допустим, там, или там с другими какими-то. Но это все равно это было не так, не так сильно проявлено. Ну и к тому же я не думаю, что оно было действительно в таком большом количестве. Но начиная вот именно с советской власти, когда начали накачивать русский народ вот этим вот мнимым величием, что русский — это старший брат, его на картинках везде помещали в середину, потом, что он везде всему всех научил, все всем построил. И вот именно с этого момента, я так думаю, что как раз и началось вот это вот этот вирус бацилла имперства начало в него проникать. Потом постепенно все это перешло уже в какие-то нездоровые названия. Всем народам дали какие-то клички. Где-то там хачики, чурки, там, мамбеты и так далее, и так далее. То есть у каждого народа была своя кличка, насколько я помню. У башкир тоже своя кличка была. У нас до сих пор так называют наших башкир некоторые представители. И вот пришли к тому, к чему пришли. И в 90-х годах, когда вроде бы там свобода, там, демократия, гласность, плюрализм,
вот этот, вы как деятель, человек культуры, помните, наверное, да, что фильмы «Брат», тот же самый фильм «Брат», он вышел еще до Путина. То есть уже тогда вот там в этом фильме были заложены, то есть все чаяния народа, то есть он, ну это был такой народный фильм на самом деле, и все эти высказывания там «Кирдык скоро в вашей Америке», там «Вы мне еще за Севастополь ответите», там, помните, наверное, да? Вот Мгм. это тоже как бы показатель того, что это началось еще до то есть, когда говорят, что это Путин сделал такой народ, я тоже с этим не согласен. Я считаю, что народ уже был, такой, наверно, с самого начала. И вот, как вы считаете тогда, что, ждет Россию, на ваш взгляд, в будущем? Мгм. Ну, это прекрасный Ну, вопрос. вот, Мне, да, конечно. Мгм. извините, добавлю, Да. учитывая, что вот такой народ русский на сегодняшний момент, Мгм. который не Ну, излечился. я, конечно, все верно. Я, конечно, думаю, что, скажем так, Российская империя, которая и была в самом названии, закрепляла свой имперский статус, и Советский Союз, и Российская Федерация, есть определенная между ними общность, которая состоит м, вот в этой идеологии культурном слое, вот в этом менталитете колониализма и империализма. Некоторые страны колониальные, им удалось преодолеть какие-то, по крайней мере, колониальные тенденции. И как минимум они не ходят, не собирают 200 тысяч человек и не вторгаются на территорию суверенных стран, которые расположены у них по соседству. Значит, какую-то работу антиколониальную общество уже проделало. Какие-то есть силы, которые не позволяют силам, которые выступали бы за насильственное расширение страны, например, захватить власть в стране, переформатировать всю культуру образования, СМИ и так далее под эту идею. То, что мы сейчас наблюдаем в России, да. То есть хотелось бы, конечно, с годами увидеть вот эту работу по деколонизации в Российской Федерации, потому что деколонизация — это не обязательно сам по себе развал и расчленение России, если воспользоваться термином Яшина, такое очень вызывающее какие-то чувства тоже внутренние такие чувства, термин, да, расчленение. Деколонизация — это работа по деколонизации своего сознания. И, конечно, хотелось бы увидеть и русский народ, и россиян, как людей, которые проделали эту работу успешно. Хотелось бы, чтобы в будущем не было вот этих колониальных войн. А вам как хотелось бы, Руслан? Я на самом деле, ну, насколько я знаю, вы вот прочитали мою книгу, я там описал, как я вижу будущее пост России. И идеально было бы, чтобы у каждого народа был свой дом, свой собственный дом, в у кого-то поменьше, у кого-то побольше, но чтобы никто не претендовал на территорию, другого народа. То есть все определились со своими границами, да даже можно по сегодняшним границам, я только за, это будет меньше различных споров вызывать. Ну, СССР же смог как-то разойтись, по тем границам даже, которые нарезали, большевики. Пусть даже и несправедливо, но все равно это общие, признанные мировые в мире границы. Все нормально, живут. Вот я тоже бы хотел бы, чтобы каждый разошелся по своим, а, скажем, национальным домам. Но я бы еще бы, просто вот в этом, как бы, когда я общаюсь даже с теми же самыми русскими, националистами, они признают, что нужно русское государство, но многие из них не согласны с тем, что это русское государство должно быть меньше той территории, если условно взять все национальные республики и вот отобрать от сегодняшней России, и все равно это будет огромная территория. Это они хотят ее сохранить.
бы, да, вот, Мгм. чтобы это было большое русское государство. Вы вот как смотрите на это? А, Должны ли сохраниться в большом русском государстве Сибирь, Дальний Восток, Урал, Кубань, Север? Мгм. Да, это очень интересный вопрос, и очень хорошо, что вы его поднимаете, обсуждаете. Действительно, я прочитала вашу книгу с огромным интересом и даже цитировала из нее в своем канале и собираюсь процитировать еще какие-то вещи. И у меня, кстати, тоже к вам есть вопросы. Я не знаю, есть ли у вас на это время, но я бы с большим С удовольствием удовольствием это отвечу. сделала. Прекрасно. Но что касается этих, территорий, да, значит, во-первых, русские националисты — это тоже неоднородная среда, и среди них есть люди, которые считают, что, например, освободить, Российской Федера от присутствия Российской Федерации, от оккупации Российской Федерации нужно все, территории Украины. Например, Дмитрий Савенков, по-моему, Савин, прошу прощения. Мгм. Затем В мы Латвии живет видим, сейчас. да, очень хорошо. Затем мы видим Данила Туленкова, который был участником вторжения и сейчас, продвигает идею большой Финляндии. Было бы очень интересно с ним поговорить, где именно пролегает большая Финляндия, по его мнению, и как она вообще выглядит. То есть я хочу сказать, что с этим лагерем тоже нужен разговор. Ам, но, конечно, победивший, так сказать, на сегодняшний момент, разрез русского национализма, он только толкает, к сожалению, Россию к дальнейшим колониальным завоеваниям. Это представлено с именами Просвирнина, например, да, который не дожил некоторое время до вторжения полномасштабного, которое, нет никаких сомнений, он бы горячо поддержал. Соответственно, все вот эти территории, которые вы упомянули, все вот эти регионы, у них есть свои активисты, их надо искать, у них есть мыслители, которые, разные предлагают варианты. И, конечно, значительная часть этих мыслителей, она сейчас выступает анонимно в том же "Телеграме", да. Например, я знаю человека, который выступает за, то, чтобы Казахстан взял под свой протекторат какое-то количество сибирских, земель, как противовес Китаю. Потому что одним из самых больших страхов, ам, людей, которые выступают против деколонизации Российской Федерации, и против обретения независимости, государствам, которые в настоящее время, объединены вот этой структурой. Самый их большой страх — это то, что Китай, колонизирует, огромные части. Усилиться. Да, совершенно верно. Но нужно понимать, что, конечно, под руководством Москвы вся Российская Федерация, подпадает под влияние Китая, и этот процесс централизованный и направлен из Москвы. И вот это вот еще большая, наверное, опасность, чем опасность того, что, возможно, будет происходить когда-то. То есть вот если от Урала до, ну, в восточной части Российской Федерации живет 30-40 миллионов человек, и постоянно, испытывает эта территория демографический отток, причем часть людей переезжает на оккупированные территории Украины. То есть все эти люди ссыпаются в европейскую часть Евразии. Конечно, этот процесс, он будет продолжаться очень долго, он может продолжаться 250 лет, да, то есть до момента полного такого обезлюживания. Но ведь Китай, он не колонизирует методом, то, что мы называем settler colonialism, да, вот в антропологии, когда прибывают, непосредственно. Ну, то есть это тоже есть, но Китай, он скорее, занимается экономическими, инфраструктурными вложениями. Он дает суды
Эти суды рассчитаны на сотни лет. Они выплачиваются определенным образом. Естественно, Китай получает преференции на то, чтобы быть, в этих, местах для того, чтобы развивать их какую-то инфраструктуру, порты и так далее, и так далее. То есть, это большой вопрос, да. И, конечно, как мы не приветствуем, российский колониализм, также мы не приветствуем и китайский колониализм. Вообще, в целом, хотелось бы, как-то начать отходить человечеству в целом от этой модели. Ну, непонятно как, у нас не хватает воображения сейчас. Но я хочу сказать, что, все эти вот, места, все эти территории и так далее, они, м, должны начать заявлять, точнее, продолжать заявлять о том, как они видят свое будущее, а мы их в этом поддержим. Да, но поддержит ли весь русский народ, особенно тот, который в подавляющем большинстве своем живет на западной территории сегодняшней России, на территории так называемого Центрального федерального округа, на юге России? Это большой вопрос. Хотя вот если так вот рассуждать, то если мы говорим о колонизации и деколонизации, то но если мы признаем, что какие-то территории в свое время были захвачены, незаконно захвачены, силой принуждены, то есть принудили какие-то там государства отдать эти территории Российской империи. То есть, ну, условно берем Япония, да, когда проиграла Вторую мировую войну, Курилы были отобраны, и Япония до сих пор не признала, да, что эта территория является российскими. А, Тот же самый Китай. То есть там было 2 договора: 1658, 1860 год. 2 договора, по которому сегодняшний так называемый Приморский край, там Хабаровский край, по-моему, вот все вот эти территории, они отошли к Российской империи. Это тоже были территории Китая на самом деле. То есть Калининградская область сегодняшняя там, да, когда-то была тоже незаконно отобрана у Германии. Вот если мы как бы продолжаем вот эту деколонизацию и соглашаемся с тем, что нужно независимо, ну, национальные республики должны получить независимость, то соглашаемся ли мы с тем, что и эти регионы должны отойти своим настоящим как бы, ну, хозяевам? Мгм. Да, это интересный вопрос. Но опять же, мы только можем Владимира Путина благодарить за то, что мы сейчас обсуждаем этот вопрос, потому что это самый главный деколонизатор, конечно, сейчас, который заявляет, что украинские территории — это российские территории, причем не просто заявляет, а отправляет туда вплоть до миллиона колонизаторов с оружием и без. М, Поэтому все эти вопросы, конечно, будут подниматься. Если это, если 4 украинских области и Крым являются российскими, почему вот те области, которые Китай не признает за Россией или которые Япония не признает за Россией, почему они являются, почему они не являются нероссийскими? Ну, это же действительно нужно спрашивать наше руководство, каким образом они собрались в нашем демографическом положении м, педалировать подобные крайне опасные темы, крайне опасные дискурсы, которые нужно стараться удерживать, конечно, в мирных границах всегда. Это вопрос, конечно, вот очень серьезный, да, и ам, я думаю, что в идеале, наверное, мы бы пережили через какую-то внутреннюю революцию, которая, была бы изменением ряда вот этих установок колониальных и заменой их на какие-то другие установки. Какие, пока сказать очень трудно. Но мы пока идем в этом направлении. Надеюсь, что когда-нибудь к чему-нибудь придем. Ну и тогда последний свой вопрос, а потом можете вы задать мне вопросы. Последний вопрос.
Верите ли вы в создание отдельного русского государства на отдельно взятой территории, ну, условно, Центрального федерального округа или там Золотого кольца? Мгм. И нужно ли оно? Ну да, это тоже очень интересный вопрос. И, во многом на протяжении всей российской истории последних 36 лет, вот начиная с независимости Российской Федерации и образования ее в качестве отдельного государства, ведь это государство такое же юное, как и государство независимое Украина, да, ему столько же ровно лет. Оба эти государства в качестве независимых современных государств появились на карте в 91 году. И вот, они младше нас с вами. И вот, на протяжении всей этой истории, значит, последнего этого времени, у российских либералов, в частности, все разговоры о русском национальном государстве вызывали огромное, неприятие, страх и желание тоже отойти от этой темы, от её обсуждения по понятным причинам. Потому что, к сожалению, с популярностью а, дискурсов правых о ремиграции и антимигрантских настроений, ксенофобии, с ростом всех вот этих настроений, ам, как бы есть огромная опасность того, что разговор о русском национальном государстве сведется к лозунгам «долой мигрантов», соответственно, антисемизм, соответственно, вражда по признаку этничности, национальности, Реваншизм? ну, реваншизм, да. То есть это очень такая наваристая, значит, такая, похлебка, которую нам очень долго можно хлебать и не выхлебать. Однако с точки зрения, м, скажем так, абстрактной и, с точки зрения, в принципе, рациональной, конечно, если все народы, населяющие Россию, например, имеют право на самоуправление и различные формы самоопределения, вплоть до образования собственного национального государства, конечно, русские тоже имеют это право. Хорошо, я готов ответить на ваши вопросы. Это прекрасно, Руслан, это замечательно. Я очень рада, что у вас есть на это время и возможность. У меня действительно есть вопросы. Я с огромным интересом прочитала вашу книгу. Я не знаю, сколько у вас есть времени на этот разговор. Ну, А, давайте поговорим. мгм. Значит, вы говорите о том в этой книге, что в некоторых из этих независимых странах, которые вы воображаете, именно м, в Башкортостане, да, поскольку это та страна, за независимость которой вы в первую очередь выступаете, будет будет предпочтительным, возможно, авторитарное правление. Причем вы очень интересно отметили, что не обязательно авторитарное правление это будет возглавлено башкортом по национальности. Это может быть и русский, по этничности, да, и так далее. Но он должен проводить или она должна проводить, возможно, я не знаю, что вы думаете об этом, должны проводить политику, насаждения определенных установок, и для этого больше подойдет, наверное, авторитарное правительство, учитывая силу, а, ну, вот других каких-то сил, да, в Башкортостане политических. Смотрите, чтобы более как бы было понятно, я постараюсь вот, чтобы наглядно объяснить через аналогию. Если вот Мгм. берем человека, который болен, наркоман, да, наркоман или, ну, или алкогольная зависимость, человек много лет болеет этой болезнью, уже там надоел всем своим родственникам, совершил массу преступлений, из дома перетаскал все, что можно там драгоценного. От него вот все устали, и он, его, чтобы вылечить, его нужно поместить в такие условия,
возможно, не будет не совсем приятной для этого человека, но это должны быть достаточно жесткие условия, чтобы человек смог излечиться вот от этой болезни. Ну, в первую очередь, он, конечно, сам должен этого хотеть. И, соответственно, как бы, если переводить на наш народ, я беру весь народ Башкортостана, в том числе и башкирский народ, конечно же, то точно так же сегодняшние народы, российский народ весь, если в общем брать, он болен. Вот как мы с вами сказали, болен имперством во многом. И особенно учитывая, что у нас в Башкортостане три крупных народа, это башкиры, татары, русские. Русские, ну, по сегодняшней переписи считается, что он больше всех. И, как правило, русские не хотят независимости Башкортостана. Вот очень маленькая часть, хоть у нас в комитете есть и представители разных народов, в том числе и русские есть, которые выступают за независимость Башкортостана, но в подавляющем большинстве русские не хотят независимости. И вот как здесь быть? То есть если условно проводить какие-то сразу выборы, честные выборы, то я думаю, что это будет хаос. Хаос, из которого перетечет, возможно, очень быстро в какую-то гражданскую войну. Когда одна большая часть населения будет говорить, мы не хотим независимости, другая часть будет говорить, что мы хотим независимости, все эти столкновения и так далее, и так далее, то есть какие-то военные перевороты, все это нас ждет. Поэтому я считаю, что в первое время власть должна быть авторитарной. Ну, возможно, ну, авторитарно, может быть, звучит грубо, но я применяю его в своей книге. Ну, скажем так, расширенные полномочия должны быть у правительства, которое проведет нужные законы для того, чтобы эта власть, чтобы эта независимость устоялась. Потому что одно дело, как бы, скажем так, объявить о своей независимости, второе дело удержать ее нужно. А учитывая, что у башкир больше нет другой земли, если, скажем, чуваш из республики Башкортостан всегда сможет поехать к себе в Чувашию, и он окажется в своей такой ну, национальной среде, в своей родной среде, где чувашский язык, чувашская культура, традиции. Татар может уехать в Татарстан, русский может уехать в любую российскую, скажем, губернию. Башкирам ехать некуда. И вот мы не имеем права, учитывая, что вот такое вот у нас появится такое окно возможностей, о котором, возможно, мы мечтаем, невозможно, о котором мы мечтаем многие века, и что у нас появится такая независимость, мы не имеем права и упустить этот шанс. Если мы сейчас начнем играть в демократию, то у нас может не быть такой независимости, и мы ее проиграем, учитывая, что и наши башкиры, ну, много кто действительно на самом деле болен и верит вот этой российской пропаганде, и поддерживает ее, и что русский – это старший брат, с которым мы должны жить вместе всю жизнь, вот, и так далее, и так далее. Поэтому мы просто не имеем права. Да, возможно, это звучит грубо, возможно, это звучит жестко, но это земля, которая испокон веков, на которой был сформирован и проживал башкирский народ, и мечта каждого народа – это обрести независимость. Давайте возьмем сегодняшних басков и каталонцев, которые не имеют независимости. Живут они очень хорошо. Это считается одним из самых таких, наверное, богатых сегодняшних регионов Испании. Но все равно они периодически предъявляют свои претензии о том, что они хотят независимости. Почему? Ну, вроде бы живешь хорошо, все у тебя хорошо, что тебе еще надо? Потому что независимость – это наивысшая цель для любого народа. Поэтому и здесь, вот, как бы, возможно, это долго, скажем так, развернуто слишком сильно было в моем ответе, но еще раз вот повторю, что у нас другой возможности не будет. И учитывая, что мы уже стоим на грани исчезновения как народа. Не имеется в виду, что как народ мы исчезнем. Исчезнет наше национальное самосознание. Сегодня уже многие народы, я считаю, что перешли ту грань, когда они смогут сохраниться как народы. Те же самые ирландцы в Англии, ну и вообще в самой независимой Ирландии практически мало кто говорит на своем языке. Уэльцы практически не говорят. Это все результат вот этой колонизации. И поэтому я не хочу, чтобы потерялся наш башкирский язык, наша башкирская культура, наши башкирские традиции. И если есть возможность, возможно, через там, авторитарное правление, но мы согласны на это, лишь бы
сохранить наш башкирский народ, нашу независимость, а потом постепенно мы перейдем к демократии. Ну, так, наверное. Мгм. Мгм. Да, спасибо большое. Это очень интересно. Это очень я абсолютно чувствую вашу боль от, того, что есть перспектива утратить национальное самосознание, как вы говорите, язык, культуру. Да, это очень все серьезные, большие, такие вещи. М. Ну, вот еще один Потому вопрос что... тогда. Да, Да? да, да, Можно? давайте. Хорошо. Да, конечно. Вот, вы пишете в своей книге о тюркском мире и о организации тюркских государств Туран, в контексте которого вы, возможно, видите будущее Башкортостана, да? Вот на ваш взгляд, в чем отличие тюркского мира от русского мира? Почему тюркский мир для вас является сейчас привлекательным? Что вы будете искать в нем того, что русский мир вам не предоставляет? Ну, начнем с того, что мы сами тюрки. Мы сами тюрки, соответственно, они нам ближе по менталитету, по культуре, по традиции, даже языки во многом схожи. То есть нам действительно этот мир ближе, просто роднее. Это во-первых. А во-вторых, если мы испытывали очень много боли со стороны русского мира, то мы не испытывали такой боли со стороны наших тюркских братьев, которые точно так же были когда-то колонизированы и буквально недавно только обрели свою независимость. Мы от них всегда испытываем только поддержку. Поддержку, пусть там не какую-то материальную, не физическую, но, по крайней мере, на сегодня, ну, это на сегодняшний момент слабые страны, которые постепенно набирают силу, но от них, скажем, слова поддержки всегда слышим. И нас радует, что эти народы постепенно, что эти государства тюркские постепенно крепнут, потому что в них мы видим, ну, своеобразного защитника. Я думаю, что здесь тоже, как если брать аналогию, то очень понятно, ну, вот помните начало а, 20 века, конец 19 века, когда сербы, освобождаясь от турецкого там ига или там болгары, обращались за помощью к Российской империи, да, как к своим славянским братьям. Вот. Здесь вот что-то, наверное, вот в этом может быть что-то очень схожее. И мы ищем М, защиту у тех народов, которые сегодня сильнее нас, которые имеют свои армии и так далее. Это вот, наверное, самое главное. И еще раз скажу, что действительно, ну, наши народы очень близки, поэтому вся эта культура, все эти традиции, одна религия, к тому же, очень схожие языки. Ну и мы видим, что вот сегодняшний Казахстан намного выгоднее отличается от той же Беларуси, условно, то есть от той же России, где мы сейчас, к сожалению, находимся. Поэтому выбор очевиден. м, мгм. Спасибо большое, это очень интересно, безусловно. И вот последний вопрос, который я хотела бы вам задать сегодня. Приход к власти либералов, вы в своей книге оцениваете его как, возможно, худший сценарий, или один из худших, или, по крайней мере, сценарий, который не является предпочтительным, да? Что вот в приходе русских либералов во власть, пусть как бы это ни было, м, так сказать, невероятно сегодня, да, мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет, но вот что, если это произойдет, допустим, что вот является, опасностью, в чем вы видите опасность для Башкортостана, для, башкирского национального самосознания, для перспектив независимости? Ну вот смотрите, я там в своей книге, когда описываю вот эти 4 варианта, что может быть в будущем, и один из них приход, а, ну, установление либеральной такой демократической власти, свобода слова там и так далее, и так далее. Но в чем я вижу здесь опасность? В том, что это, знаете, как я верю, что при, скажем, прихода настоящих либералов и ну, сохранения всей единой России, жизнь, возможно, улучшится. Скорее всего, улучшится. Там и у нас улучшится, и откроются границы, отменятся санкции, начнут инвестировать
в Российскую Федерацию, какие-то полномочия появятся вновь, как вот берем 90-е годы у национальных республик. Но дело в том, что надолго ли, во-первых, это будет, потому что, учитывая, как мы с вами здесь проговорили, что русский народ болен, к сожалению, и имперством, и не факт, что он через 10, 15, 20 лет не потребует твердую руку очередную, и условный Путин-2 не придет к власти, а понимая, что проходить через очередной круг сансары вот вообще неохота. То есть, через то, что мы сейчас прошли, мы уже были в двух федерациях. В Советском Союзе федерация у нас была, когда мы тоже много потеряли всего, прошли через Голодомор, через репрессии, через войну большую, а, через железный занавес. Вторая федерация — опять то же самое, репрессии, опять запреты, отъем полномочий у нашей республики, опять это война. То есть и, и с каждым разом, вот я должен объяснить, что с каждым разом, когда мы, доверившись, подписывали какой-то очередной договор с Москвой, с каждым разом мы оказывались в худшем положении. Потому что, ну, если взять, когда мы подписывали там первый договор с Иваном Грозным, это были полноценные башкирские племена, которые даже на русском не разговаривали там, да. То есть мы были хозяева на своей земле полностью. Э, Второй раз, когда подписывал Заки-Валиди с Лениным, уже к тому времени у нас была намного меньше территории осталось, потому что большая часть земель была захвачена там под заводы, под крепости и так далее. Много пережили каких-то репрессий. Э, Третий раз, когда подписывал наш Рахимов с Ельциным договор, к тому моменту наше население практически было русифицировано, большая часть башкир не владела своим языком, но еще оставалось все равно в глубинке, в башкирской глубинке население, которое разговаривало на родном языке, и оттуда вот пошло возрождение в 90-х годах, когда у нас появились учителя, которые преподавали физику на башкирском языке, алгебру, геометрию, ну и так далее. Академия наук своя башкирская, свой кинематограф и так далее. К сегодняшнему моменту, когда пришел Путин и стал все это отнимать у нас, и сейчас мы находимся даже в худшем положении, чем были при советской власти. И понимая, что если мы сейчас вновь доверимся, вновь и будем обмануты в очередной раз, то к тому моменту, когда, скажем, все это наступит, и у нас уже не будет сил даже бороться за свою независимость, за какое-то самоопределение, потому что настолько будет народ уже оманкурчен, без национального самосознания. Потому что, ну, вот возьмем власть либералов в России. То есть я сомневаюсь, что нам позволят, чтобы башкирский язык был единственным государственным языком на территории Республики Башкортостан. Никто этого не позволит. Останутся два языка — русский и башкирский. Если русский остается доминирующим языком, то никто не просто как я в своей книге тоже пишу, из рациональности не будет на него переходить. Подавляющее большинство как разговаривало на русском языке, так оно и будет разговаривать. Плюс, а, если Башкортостан считается достаточно успешным регионом, успешной национальной республикой, где все есть, и природные ресурсы хорошие, и промышленная база хорошая, сельское хозяйство, э, вообще природа красивая, то, соответственно, как правило, как это бывает, там, где хорошо, туда едут. И наша республика будет заселяться все больше и больше пришлым населением. И мы не сможем от него какие-то поставить барьеры, какие-то ввести визы, потому что мы находимся в составе этой России. И, ну, не имеем права просто, это же единая страна. И все, вот как сейчас в Татарстан едут огромное количество русского населения, потому что там богато, ну, как вот Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Это вот три региона, куда больше всего едут. И, соответственно, башкир будет становиться все меньше, пришлого населения все больше, и мы будем все сужаться в своем мирке. Я не хочу этого, если честно. И вижу в этом засаду, долговечную засаду. Да, возможно, первое время будет получше жить. И мы попадем, как я уже сказал, например, сегодняшних басков, каталонцев, которые живут вроде бы хорошо, все у них есть, но национальное самосознание теряется. И сегодня много кто выступает тоже, что и нам не нужна никакая независимость, вроде бы. Там Шотландию возьмем. В Шотландии провели референдум и проиграли, потому что большинство говорят, что нет, мы хотим оставаться в Англии.
у нас все устраивает. Вот это я считаю, что это уже потеря, вот того чувства, когда народ хочет жить самостоятельно. Находясь как золотая клетка, можно так по-другому назвать. Когда ты живешь в золотой клетке, у тебя все хорошо, и ты не хочешь думать о независимости. Хотя я лично считаю, что пусть лучше у нас будет, там черный хлеб, но на свободе, чем, пирожное, но, в тюрьме. Вот так. Мгм. Да, понятно. Ну, это прекрасно, замечательно. Очень трудно и не нужно не, сопереживать вашей борьбе, конечно. Надо сказать, что я думаю, что вы правы, что, м, российская в целом как бы система, она почему-то так построена, что люди, которые приходят во власть, и они могут приходить на волне вполне либеральных утверждений. Ну, конечно, Путин — это не либерал, но, все равно и от него мы слышали какие-то заявления, да, как предполагается, он сказал, что в 2008 году он уйдет из власти и будет ругать, будет станет оппозицией, будет ругать власть и так далее, и так далее. Почему-то вот происходит так, что, как бы сама логика, тоже достаточно неумолимая, вот этого русского колониализма, она подхватывает людей и превращает их, во-первых, в, нелибералов еще больше, чем они когда-либо были, ам, в людей, которые, начинают олицетворять вот эти колониальные смыслы и проводить их через себя. Это ведь тоже где-то в культуре, это где-то в строении государства в самом. Присутствует, да. Можно говорить, что это может быть, лизоблюдство какое-то даже присутствует в какой-то ментальности. Вот эти структуры, где не принято начальнику говорить, что он в чем то не прав, и он как бы остается в таком, собственном одиночестве сам с собой такой, который уже слышит просто какое-то эхо откуда-то, которое постоянно эхололически так его повторяет, обрывки мыслей ему обратно транслирует. Да. Тут даже вот я считаю, что, в самой территории вот этого государства заложено уже, вот, то, что она всегда будет империей. Потому что само государство собрано из разных народов, абсолютно разные. Но вот, я не думаю, что там что-то общего между чеченцем и якутом, между, тувинцем и русским, между башкиром и, там карачаевцем. Хотя карачаевцы, конечно, тюркский народ. Вот, поэтому абсолютно разные народы. Плюс, огромная сама территория. То есть люди, живущие на Дальнем Востоке, но я сомневаюсь, что они там очень близко ментально к, людям, живущим там в Калининграде. То есть, они никогда друг с другом, наверное, не увидятся в жизни, и мало кто посещает, вообще центральную Россию, с тех регионов. Вот это вот проклятие большого государства, оно, давлеет. Плюс, если взять, то есть, чтобы контролировать такое огромное государство, которое соткано из разных народов, больших огромных территорий, лежащих друг от друга там на тысячи километров, нужен какой-то силовой контрольный, силовой аппарат большой, я так думаю. Это первое. Во-вторых, а, учитывая, что, ну вот возьмем, что, да, либералы пришли к власти, дали какие-то полномочия и даже разрешат, если национальные, ну, региональные, национальные партии, республиканские партии. То есть, хотя, вот в последней программе, ФБК, которую они сделали, выложили, там нет таких, партий. Хотя партии Мгм. в 90-х годах такие были, на самом деле. А сегодняшние либералы даже это не рассматривают. Ну, условно даже представим, что разрешены региональные, республиканские партии. И вот в такой России, прекрасной России будущего, мы создаем республиканскую партию, которая будет бороться за независимость, националистическая партия. А, Когда мы будем требовать ее, что с нами сделают? Если мы будем качать постоянно права за независимость, и население все больше и больше будет откликаться на наши, логические доводы, аргументы,
Они нас посадят рано или поздно, как сегодня испанцы посадили тех лидеров Каталонии, которые провели референдум за э, независимость. И этот референдум не был признан. Поэтому все равно они в итоге вынуждены. А если мы окажем сопротивление при аресте, и если народ выйдет, что они будут делать? Они начнут подавлять нас силой. И, соответственно, появится вторая Чечня. То есть когда-то, сейчас уже многие либералы осуждают две чеченские войны, считая, что они были несправедливы, что чеченский народ действительно имел право. А если учитывать, что вот о чем я говорю, ну это будет опять то же самое, опять 25, как говорится. Опять Мгм. замкнутый круг. Да, да, это все серьезные аргументы. Я думаю, что хорошо было бы, если бы российские либералы их услышали и предоставили вам какой-то ответ на это, но не Ну, на знаю, этом, наверное, как тогда это. все. Да, Закончил. Спасибо спасибо большое, огромное. Василина. Да, спасибо за приглашение. Это было очень интересно мне поговорить. Я прошу прощения, если где-то что-то слишком скучно и длинно себе под нос рассказывала, но мне было очень приятно побеседовать с вами. Спасибо за приглашение. Все было прекрасно. И, надеюсь, не в последний раз общаемся. На этом Мгм. все. Спасибо большое всем зрителям, кто смотрел. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о нашем разговоре. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. До свидания. До свидания.